Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Сердар Бердымухамедов примет участие в саммите движения неприсоединения в Баку. В Туркменистане увеличили скорость домашнего интернета до 6 мегабит в секунду. Презентован туристический потенциал Грузии и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл сегодня утром с визитом в Баку для участия в саммите контактной группы движения неприсоединения по борьбе с COVID-19, который состоится 2 марта в столице Азербайджана. В международном аэропорту Гейдар Алиев, где развивались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. В ночь с 28 февраля на 1 марта на всей территории Туркменистана провайдеры одновременно снизили тарифы на пользование безлимитным интернетом и в то же время увеличили скорость подключения к сети. Абоненты, использующие тариф со скоростью 512 килобит в секунду, с 1 марта были автоматически переведены на скорость 1 мегабит в секунду. Сменить тарифный план интернета можно в личном кабинете на официальных сайтах Туркментелеком и АГТС, либо в офисе вашего провайдера, где необходимо будет написать заявление на изменение тарифа домашнего интернета. Стоимость изменения интернетного тарифа будет стоить 1 манат. Агентство развития курортов Грузии представило туристический потенциал страны в Туркменистане. Презентация прошла в ашхабадском отеле «Йылдыз». В мероприятии приняли участие работники туристических агентств, частных компаний и средств массовой информации Туркменистана. Представители Агентства развития курортов Грузии выступили с презентацией о потенциале страны и рассказали, чем регион так привлекателен для ознакомления и отдыха. Особое внимание было уделено бальнеологическим курортам Грузии и инвестиционным проектам страны. В Центре общественных организаций Туркменистана прошла творческая встреча в честь дня рождения выдающегося туркменского поэта Гурбанназара Эзизова. 28 февраля ему бы исполнилось 83 года. Секрет немеркнущей славы Гурбанназара Эзизова заключается в глубокой философии его творчества, разнообразии поэтических образов. Его произведения по сей день играют огромную роль в национальной культуре и свидетельствуют о прочных духовных корнях туркменского народа, отметила Аннагузель Якшиева. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов поздравили Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова с 66-летием. Вы являетесь давним и добрым другом туркменского народа. Мы высоко ценим работу, проделанную под вашим руководством по укреплению сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Татарстан. Твердо убежден, что наши отношения будут и далее динамично развиваться по восходящей линии, говорится в послании председателя Халк Маслахаты Туркменистана. Недалеко от греческого города Лариса в ночь с 28 февраля на 1 марта произошло столкновение грузового и пассажирского поездов, в результате которого погибло по меньшей мере 29 человек, 85 пострадало, некоторые в тяжелом состоянии. Всего пассажирский поезд, следовавший из Афин в Салоники, перевозил около 350 человек. Раненые были отправлены в местные больницы, еще 270 человек от госпитализации отказались. Их с места крушения переправили на автобусах в Салоники. Спустя почти месяц после разрушительного землетрясения на юге-востоке Турции официальное число погибших превысило 45 тысяч человек. К поисково-спасательным работам было привлечено 234 тысячи сотрудников Управления по ликвидации последствий, полицейских, военнослужащих и волонтеров. Задействовано 18 тысяч единиц техники. Для лишившихся жилья было установлено более 358 тысяч палаток. Созданы контейнерные городки в 332 населенных пунктах по всей стране. Туркменский Ахал прибыл на тренировочный сбор в Объединенные Арабские Эмираты. Самолет с футболистами и тренерским штабом команды приземлился в аэропорту Дубая. Тренировочный сбор Ахала в ОАЭ продлится 2 недели. Бывший главный тренер Баварии Юрген Клинсман возглавил сборную Республики Корея. Контракт заключен на 3 года и 5 месяцев с марта и до финала чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Последним местом работы 58-летнего специалиста была берлинская Герта, которую он покинул в феврале 2020 года. Предыдущим тренером сборной Республики Корея был португалец Паулу Бенту, который возглавил команду с августа 2018 года. На состоявшемся в Катаре чемпионате мира команда Бенту дошла до 1/8 финала, где проиграла бразильцам со счетом 1-4. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.